Я приехала из Санкт-Петербурга и работаю в центре «Антон тут рядом». И действительно занимаюсь именно вот этим направлением социальное предпринимательство. Что это значит? Это значит, что это все, что связано с заказами в наших мастерских и прочими коммерческими партнерствами, которые у нас в центре появляются. Вот. Но давайте обо всем по порядку. Я еще вернусь к теме социального предпринимательства. Вот. Но сначала мне очень хочется рассказать про наш центр, чем мы занимаемся, чтобы было понятно. Вот. А потом я расскажу, поговорим о том, как мы провели вот это вот странное время изоляции, пандемии, ковида, к которому никто не был готов и которое вдруг случилось. Вот, значит, да, параллельно будут идти слайды. Мы вообще в центре «Антон тут рядом» очень любим визуальную поддержку. Если вы окажетесь вдруг у нас в гостях, а мы всех приглашаем, конечно, вы увидите, как у нас много различной инфографики на стенах или расписании. Это то, что как раз очень помогает человеку с аутизмом и то, к чему мы, сотрудники, тоже уже привыкли. Вот, поэтому смотрите слайды, тоже они будут вам и мне помогать. А первый слайд у нас цитата нашего студента Андрея Мастренко. Я сразу же уточню, что подопечных нашего центра людей с аутизмом мы называем именно так, студенты, потому что это как раз отражает нашу работу. Суть нашей работы заключается в том, что у нас с ребятами именно партнерские отношения, и которые основаны на обучении, творчестве, поэтому это слово такое нам кажется наиболее подходящее. Вот. И вот эту цитату «ты будешь делать хардкор до конца своей жалкой жизни» Андрей в какой-то момент произнес, какую-то, видимо, не самую простую минуту своей жизни. Вот. Она очень отозвалась в наших сердцах, мы ее запомнили, и, в общем, она такой стала популярной и среди нашей аудитории. Вот. И сейчас опять в данной теме это снова тоже как-то кстати пришлось. Вот. Итак, наш центр. У меня почему-то не переключаются слайды. Вот. Или, может быть, просто какая-то задержка. Да, все, вижу, простите. Вот. Итак, наш центр возник в Петербурге. В 2013 году основала его Любовь Аркус. И центр занимается комплексной системной поддержкой взрослых, подростков и детей с аутизмом. Про аутизм, конечно, должна быть отдельная лекция, и сейчас у нас точно на это нет времени. Вот, но мне бы хотелось обратить ваше внимание на три такие, вот, наверное, основные вещи для того, чтобы мы понимали, о чем вообще идет речь. Во-первых, надо понимать, что аутизм – это не болезнь, это расстройство определенной нервной системы, то есть такие особенности развития человека. И, соответственно, если это особенность развития, и если это не болезнь, то она сохраняется с человеком на протяжении всей его жизни. И если сначала это ребенок с аутизмом, то он потом становится взрослым человеком с аутизмом. То есть тут изменений произойти не может. И опять же, если от болезни существует какое-то лекарство, от аутизма нет какой-то волшебной таблетки, которая может помочь. Но при всем при этом, при определенной поддержке любого человека с аутизмом можно сделать равноправным членом общества, и человек может жить, реализовывать свой потенциал, жить обычной жизнью, как мы живем с вами. Вот. Но тут важно понимать, что чем раньше начнется вот эта поддержка, вот это обучение, работа с человеком, у которого есть аутизм, тем это будет успешнее, эффективнее. Вот именно поэтому мы пришли к тому, что у нас появились программы для детей и для подростков тоже. А начинали мы именно с программ для взрослых, то есть это ребята 20-летнего возраста, так в среднем, то есть сверстники того самого Антона Харитонова, с которого центр и начался. Вот. Во-вторых, чем характеризуется в основном аутизм? Значит, это ребята испытывают определенные проблемы с коммуникацией, и им сложно принимать какие-то общепринятые социальные нормы. При этом все очень разные. И поэтому это целый спектр, поэтому и существует такой термин расстройство аутистического спектра. То есть,
Что это значит? Что так как все ребята очень разные, значит и программы у нас тоже должны быть разные. Это должны быть разные форматы. И именно поэтому мы начали с одного формата, и потом уже по логике развития там, центр наш рос, менялся, у нас появлялись все новые и новые программы. То есть мы открыли сначала один центр на Троицкой, потом мы поняли, что те ребята, которые туда ходят, уже его переросли, им нужен какой-то другой формат, так появился другой центр. Появилась тренировочная квартира, куда ходят те ребята, которым тоже, опять же, подходит этот формат, и которые тренируют навыки самостоятельной жизни без родителей и так далее. То есть кому-то подходит программа поддержанного трудоустройства, кому-то кто-то еще не дорос до этой программы, может быть, даже и никогда не сможет принять в ней участие, но этому человеку нужны другие занятия там, по коммуникации и так далее. Вот. То есть именно то, что это спектр, и то, что люди очень-очень отличаются друг от друга, привело нас к тому, что у нас появилось много разных программ. Вот. И третье, тоже хочется сказать про статистику. Дело в том, что в нашей стране вообще статистика всегда очень плохо велась, и до сих пор непонятно, сколько человек с аутизмом у нас сейчас в стране проживает, но, например, по данным международной статистики, каждый 54-й человек рождается с аутизмом. То есть таких ребят много, и совершенно понятно, что работы тоже много, и она должна быть, в общем, везде, и в нашей стране в том числе. Вот. Может возникнуть вопрос, если такая статистика, то почему мы не видим на улицах людей с аутизмом, или почему мы с ними не учимся, почему мы с ними не работаем, где они вообще? Вот. И дело в том, что человек с аутизмом ведет очень изолированную жизнь. Как правило, ребята живут дома с родителями, многие из них не посещают никаких образовательных учреждений, потом, соответственно, не могут получить работу. Вот. Так вот в изоляции, в которой мы с вами пребывали во время пандемии, протекает основная часть их жизни. А потом, к сожалению, очень часто получается такой вариант, что когда родители или опекунов уже что-то, в общем, они умирают, и ребята оказываются в интернатах. То есть это как бы такой грустный сценарий, который может произойти, но, к сожалению, он очень часто происходит. Вот, поэтому мы считаем миссией нашего фонда, нашего центра как раз-таки построение вот этого маршрута от ранней диагностики до возможного трудоустройства для каждого человека в отдельности, насколько это может быть. Просто вариантов обучения может быть много всяких разных, просто они должны существовать. То есть вот как бы центры, как наши, должны появляться как раз для того, чтобы для таких ребят была какая-то инфраструктура и маршрут в жизни. Вот. Поэтому, значит, у нас наконец-то появился вот детский проект. Это то, чего у нас не было. Это как раз я очень скоро перейду к тем вещам, которые у нас возникли во время карантина, и детский проект — это как раз то, что появляется прямо сейчас. Вот у нас был факультатив просто для детей, а сейчас уже будет более серьезная работа с детьми. Подростки — то же самое. У нас был лагерь для подростков, у нас были факультативы для подростков. Сейчас тоже мы продолжаем именно с подростками отдельно заниматься будем. У нас будет расширяться работа с ними, вот, потому что это отдельные как бы тоже должны быть занятия. То есть видите, как у нас происходит деление там, на детей, подростков и взрослых. То есть это не просто так, в этом есть смысл. Мы уже сами в этом поняли, что это такие три категории человеческие, которые друг от друга очень отличаются. Вот. Ну и что касается взрослых, как я уже говорила, это то, с чего мы как раз-таки начинали. Вот центр на Троицкой, мастерские. Вот, потом появился центр на Невском. Потом мы стали заниматься сопровождаемым трудоустройством. У нас появилось сопровождаемое проживание на квартирах. Вот. И масса творческих проектов, там, театральный оркестр, лагеря инклюзивные и так далее.
Вот, это то, что у нас было, есть и будет продолжаться для взрослых ребят. Вот, то есть получается, что в программах центра у нас около сейчас 300 семей. Вот это имеется все вот эти вот программы, которые я перечисляла вкратце. И что касается мастерских, теперь я уже перехожу немножко на свою поляну, так сказать, потому что, как я уже говорила, я занимаюсь продукцией, которая у нас производится в мастерских, и ее реализацией. Вот, получается, что у нас на 2 центра есть 10 мастерских различных, которые, в которых работает примерно 80 человек, студентов. И чем мы занимаемся, наверное, уже сразу перейду к фотографиям. Вот, мы вообще очень гордимся нашими творческими мастерскими, любим показывать фотографии продукции, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это именно результат командной работы. То есть важно, что ребята вместе с мастерами работают, и получаются такие вещи. Вот. И для ребят это очень важно работать именно в команде, то есть не сидеть где-то дома в одиночке, а работать именно вот сообща, все вместе. Вот. Во-вторых, в-третьих уже получается, это коммуникация, потому что все общаются, и для человека с аутизмом это очень важно тоже настраивать коммуникацию, и не всегда она бывает простой, общаться не всегда бывает просто. Вот. И, конечно же, мастерские – это такое пространство для творчества. Вот. То есть это там, где ребята могут свободно выражать какие-то свои творческие замыслы. И то, что получается, получается много рисунков. И вот цитата, с которой мы начинали, это всего лишь одна из цитат. А на самом деле ребята говорят все время очень много чего-то такого интересного, смешного или мудрого. Для нас это величайшая ценность, мы это все бережно храним, все рисунки, все цитаты, стараемся их использовать, если это можно, в продукции, для того, чтобы другие люди, покупая эту продукцию, тоже видели и знакомились со всем этим. Значит, быстренько посмотрим фотографии. Есть у нас керамическая мастерская, их даже 2. Вот, у нас есть декораторская мастерская, это та, которая занимается деревом. Вот, и мы сейчас очень ждем открытия нашей столярной мастерской. Надеемся, что в ближайшем будущем это произойдет. Вот, и тогда декораторская и столярка смогут работать вместе. Вот, у нас есть 2 швейных тоже мастерских. Одна поменьше, другая побольше. И у нас есть переплетная. Это мастерская, где делаются различные блокноты и тетради и так далее. Вот. И кроме хендмейд продукции у нас еще много, у нас есть тиражная продукция, то есть продукция, которая делает типографии, какие-то подрядчики не хендмейд способом, но опять же с нашим дизайном. Вот, значит, что получается? То есть если мастера вместе со студентами делают какую-то мастерскую, какую-то продукцию, мы потом занимаемся продажей этой продукции, потом деньги снова идут на поддержку программ фонда, и как бы таким образом этот процесс закольцовывается, мы снова можем продолжать работать в центре и так далее. Вот. Продаем мы с помощью, в общем, различных у нас есть каналы. У нас всегда мы работали с магазинами, с корпоративными заказчиками или какие-то городские мероприятия, ярмарки и так далее. Вот. Но потом в какой-то момент у нас появилось то, чего мы так долго ждали, о чем надеялись, чего мы боялись, но в итоге это свершилось. Такая была веха. В феврале у нас открылся интернет-магазин. Вот, что нас спасло во время пандемии, потому что когда закрылись все буквально заказы, магазины и так далее, интернет-магазин – это то, что единственное, что у нас осталось, с помощью чего мы продали продукцию. Вот, да, и тут, значит, мы переходим как раз к ковиду, вот что со всеми нами случилось. Мы, конечно, оказались в таком ступоре, в какое-то время никто не понимал, что с этим делать, могли потеряться жертвователи, очевидно, мог произойти спад продаж, отменились все мероприятия, что же с этим делать? Но самое главное, конечно, это наши ребята, которые остались без мастерских и без занятий. А на самом деле, как бы, ну, вы помните все ваше состояние, когда все это началось. Было очень непривычно и неприятно находиться
вот в таком вот изоляционном режиме, но надо понимать, что для человека с аутизмом это гораздо страшнее и тревожнее, потому что на самом деле они как раз там уже были. Они гораздо лучше понимают про изоляцию, чем мы, потому что, ну, вот, по крайней мере, взрослые ребята большую часть своей жизни там и провели. Вот, и получается, мы 7 лет создавали для них такую как бы систему спокойствия, вот вся вот эта визуальная поддержка и расписание, про которое я говорила. А для человека с аутизмом очень важна предсказуемость. То есть вот эта вот предсказуемость, ощущение того, что ты понимаешь, что сегодня произойдет и завтра, предсказуемость каждого дня, снимающая тревожность, вот это все закончилось. И как бы что с этим делать, непонятно. Вот. Но так как у нас уже так как у нас уже был опыт как бы, вот этого вот структурирования хаоса, мы, в общем, перешли к каким-то выводам. И что мы успели сделать? Значит, мы первым делом запустили адресную поддержку родителей наших семей. То есть семьи у нас разные, и, ну, конечно, есть те, кому нужно помогать, есть те, кому не нужно, но количество тех, кому помогать нужно, конечно, во время карантина выросло. И у нас появилась такая еженедельная перекличка, когда мы спрашивали, кому что нужно, и вот запустили этот процесс. Мы запустили удаленную работу с ребятами. То есть у нас появилось большое количество зумов, то есть там были коммуникационные занятия, ритмика, музыка, все что угодно. И мы как раз делали вот это расписание, которое ребятам помогало как-то структурировать свою жизнь и не терять связи с центром. Вот. И также было внешнее, что мы сделали по каким-то там, значит, не внутри центра, а какие внешние дела мы придумали. Значит, мы запустили проект эвакуации. Это я вкратце расскажу. Вышло постановление о том, что НКО могут принимать людей, которые находятся в интернатах, для того, чтобы как-то к себе, для того, чтобы снизить скучность в этих интернатах. И вот мы вместе с фондом перспективы переместили на нашу тренировочную квартиру, которая пустела без студентов, ребят, которые были в особой группе риска. Вот, это мы сделали. Значит, потом мы стали шить маски. С масками вообще интересно получилось, потому что когда это все запускалось, у меня, например, абсолютно не было уверенности, что все это зайдет, и я хваталась за голову, говорила, что же вы делаете, зачем же вы сшили столько, именно 50 или 80 масок, как же теперь мы их продадим, давайте сначала сошьем 20 штук и посмотрим, как оно пойдет дальше, и продолжим, если что. На самом деле на нас просто обрушился какой-то шквал заказов, и в итоге там счет был на сотни, потом уже на тысячи, в том числе были корпоративные заказы на маски. Тут просто многое сошлось. Сначала был дефицит, да, еще не все успели сделать их. Во-вторых, были люди, которые хотели именно нам помочь. Это были маски с цитатами студентов, опять же. Вот. Ну и мы не хотели спекулировать на этой теме. Мы как-то сразу же договорились, что мы установим минимально возможную для нас цену, и у людей еще останется вариант пожертвовать, если будет такое желание. Вот. Потом, да, с масками получилось хорошо. И как раз благодаря тому, что мы успели в феврале запустить наш интернет-магазин, у нас вообще был инструмент для продаж. И потом уже клиенты интернет-магазина стали покупать не только маски, но и остальную продукцию мастерских. Вот. Что-то там слайды опять не переключаются. Не знаю почему. Да. Вот, то есть во время ковида, что тут нужно понимать, что мы все оказались, как бы неважно, там, ты являешься человеком с аутизмом или ты являешься человеком без аутизма, ты являешься какой-то крупной компанией или ты являешься благотворительным фондом, то есть мы все находимся перед одними и теми же обстоятельствами, и нужно как-то заботиться друг о друге, вот, и тогда все должно получиться. Вот, и, то есть мы, получается, мы помогали родителям, с одной стороны,
а родители, которые подключились и помогали шить маски, помогали нам. То есть такой круговорот помощи. Мы запустились с обедами для Боткинской больницы. Мы сделали больше 1000 обедов для Боткинской больницы. Нам помогали какие-то магазины, которые поставляли продукты, или сервисы, которые помогали доставлять эти обеды. Вот, то есть такой круговорот взаимоподдержки. И хочется в заключении сказать, что мы, хотя слайдов у меня еще много, но важно понимать просто, что вот эта вот, с одной стороны, страшная, непонятная и неприятная ситуация пандемии, да, которая дала так много неуверенности и тревожности в начале, она стала таким вот ресурсом для всех нас, потому что у нас запустилось много программ, о которых я, похоже, уже не успеваю рассказать. Мы запустили, например, я просто перечислю, онлайн-марафон вот именно в рамках поддержки программы для родителей, для семей. Вот, то есть мы приглашали разных лекторов, интересных и умных людей, с которыми мы беседовали, и билеты на эти дискуссии мы продавали. Мы запустили Zoom онлайн-клуб с подростками с аутизмом, с которыми мы не знакомы. То есть это ребята, которые не были нашими студентами, но мы с ними познакомились и запустили такой новый формат общения. У нас появились, да, вот все то, что я уже сказала, благодаря как раз вот этой ситуации пандемии. То есть мы, несмотря на какие-то ошибки и проблемы, которые у нас тоже были, в общем, многому научились и запустили какие-то новые форматы, которые будем продолжать, и познакомились с какими-то новыми семьями, с которыми тоже будем продолжать общаться. Вот. Задавайте вопросы, может быть, я еще что-нибудь успею рассказать во время. Да, спасибо, Юлия. Как раз, мне кажется, у нас есть вот где-то 9 минут на то, чтобы мы те вещи, про которые вы хотели рассказать, но не рассказали, осветили бы в формате вопросов и ответов. И да, спасибо тем, кто вопросы уже написал. У вас все остальные в любой из социальных сетей, пожалуйста, пишите комментарии. И вот у нас Ольга Митина в комментах ВКонтакте спрашивает. Снова вопрос про ваш центр. Есть ли филиалы вашего центра в других городах? Если нет, задумывались ли вы над открытием таких филиалов? Нет, филиалов в других городах у нас нету, потому что все упирается, конечно, в финансирование. У нас получается несколько площадок в нашем городе, где мы все начинали. То есть у нас есть два центра, куда приходят ребята. У нас есть столярная мастерская, уже почти что она есть, наверное, уже можно говорить об этом. Вот, то есть это получится тоже такая дополнительная мастерская. И есть квартиры тренировочные, про которые я уже говорила, где ребята живут, тренируются жить без родителей. Вот, то есть у нас есть, получается, можно так сказать, несколько пунктов в Санкт-Петербурге, но для того, чтобы открыться в других городах, нужны деньги. Вот. Все упирается в бюджет. Может быть, вы тогда могли бы подсказать какие-нибудь онлайн-курсы по работе с детьми-аутистами? Онлайн-курсы? Вы знаете, я могу вот что посоветовать. У нас очень скоро запустится наш новый сайт. То есть это мы очень ждем, это очень волнительное событие для нас, потому что это будет новый сайт, красивый и очень информационный, помимо того, что красивый. Вот я надеюсь, что какая-то информация там тоже будет. Не обещаю про онлайн-курсы, но, возможно, мы просто все время думаем о какой-то базе ресурсов для родителей детей с аутизмом, которая могла бы им помочь. Просто такая информационная база. Вот, так что следите за обновлениями, возможно, что-то в этом роде у нас появится. Спасибо. Вот от Ольги еще много вопросов про ваш центр, но я так понимаю, лучше посоветовать следить за релизом нового сайта. И, Ольга, спасибо за вопросы. Вот, и подпишитесь на группу Антона тут рядом в социальных сетях. Как только они зарелизят свой новый сайт, я думаю, там будут все ответы как раз про которые вы спрашиваете. Я же предложил бы вернуться к социальному предпринимательству. И вот вопрос уже лично от меня. Вот как вам кажется, социальное предпринимательство, оно больше про бизнес или это все-таки вариант некоммерческой организации? Это первая часть вопроса. И как вам кажется, вот что эффективнее, классические некоммерческие организации или социальное предпринимательство? Эффективнее в плане решения общественных проблем?
Начну с конца, наверное. То есть, если речь идет, чем отличается предпринимательство, да, обычное от социального предпринимательства? То есть тем, что социальное предпринимательство решает какую-то еще социальную задачу. Да? То есть есть какая-то проблема в обществе, которая почему-то не решается, и с помощью каких-то инструментов предпринимательских можно ее решить. Да? То есть тут надо понимать просто, что не каждое социальное предпринимательство является некоммерческим, да, НКО, да, и точно так же не каждое НКО, не каждый фонд может быть социальным предпринимателем. То есть, например, кому-то это может быть просто не нужно. Вот, но нам это совершенно точно нужно, потому что мы являемся производителями продукции, у нас есть мастерские, в которых производится продукция, соответственно, нам нужно ее продавать. Соответственно, мы волей-неволей становимся социальными предпринимателями. Вот. И даже как бы не... как строится бизнес, да, все-таки у бизнеса есть изначально какой-то бизнес-план, какие-то там планирования. У нас изначально такого не было никогда. То есть все появлялось просто потому, что появлялось. Вот. Но потом уже в процессе мы поняли, что уже нужно как-то становиться предпринимателями, если мы хотим это дело больше как-то делать эффективным и выходить на самоокупаемость какую-то. Спасибо. Так что тут, да. Да, вот по поводу выхода на самоокупаемость я готов тогда, кроме центра «Антон тут рядом», порекомендовать еще Impact Hub Moscow. Если вы зайдете на сайт Impact Hub Moscow, то найдете там несколько программ для поддержки социальных предпринимателей, в том числе для тех, кто только задумывается о том, как начать свое дело, и один из этих проектов Impact Hub делать вместе с сайтом 7 на 7, поэтому следите и за нашими объявлениями. Вообще, если вы хотите получать анонсы о разных онлайн-курсах, становитесь блогером 7 на 7. Мы делаем очень классную рассылку про разные полезные ивенты для старта. Но, Юлия, а вот какой бы вы совет могли дать тем, кто задумывается о том, чтобы стартануть в качестве социального предпринимателя? Во-первых, нужно точно определиться со своей задачей. То есть, если есть ли действительно такая проблема, которую вы хотите решить, в чем ценность вашего предложения. То есть, если действительно есть такая проблема, и если есть люди, которые будут готовы ее решать, то значит, соответственно, будут люди, которые будут пользоваться этими услугами, будут что-то покупать. Но вообще это сейчас так популярно становится, даже не среди социально ориентированного бизнеса. То есть существует какой-то бренд, существует, но гораздо интереснее, если даже не решать какие-то социальные задачи, то быть помощником. Например, я об этом не успела рассказать, но у нас во время карантина произошло 2 коллаборации с 2 брендами, которые, в общем-то, не являются социальными предпринимателями. Это бренд «Смерч» московский, с которым мы сделали футболки, и бренд «Эрни Прах», с которым мы сделали сумки и рюкзаки. То есть эти ребята и эти полностью сделали продукцию сами, просто используя наш дизайн. Таким образом они нас поддержали, мы совершенно не участвовали в самом производстве, никаких затрат не понесли, участвовала наша интеллектуальная собственность, если можно так сказать. Да? То есть это и в том, и в другом случае цитаты ребят. То есть бизнесу, даже обычному, становится интереснее поддержать какие-то фонды, и тогда они на какой-то период своего времени тоже становятся социальными предпринимателями. И мы вместе с ними. Такой круговорот. Да, спасибо, Юлия. Скажите, а может быть под конец, тогда в последние 2 минуты нашей трансляции вы могли бы поделиться какой-нибудь историей вашего, как это правильно, воспитанника или клиента центра, когда зачем приходить в ваш центр, как люди потом могут менять свою судьбу и становиться более интегрированным в общество и более полезным для других людей? Это сложно, потому что на самом деле такой происходит круговорот студентов, то есть ребята... Я работаю в центре уже 6 лет, получается. И за это время просто сменилось уже большое количество студентов, и кто-то приходит в первый центр, потом переходит во второй, кто-то потом оказывается еще в других проектах центра, или кто-то начинает с подростковых проектов, потом вырастает, попадает в взрослые. Мне очень сложно выделить какую-то одну историю, рассказать. Просто
я могу сказать, что когда я появилась в центре, меня как бы больше всего обезоруживала такая вот искренность в общении, потому что ребята, они просто в силу своих особенностей, они не умеют врать и лицемерить, вот как привыкли делать мы. То есть мы как бы живем и привыкаем к этому, особо себя лицемерами и врунами, в общем-то, не считаем, вот, но мы все равно к каким-то вещам привыкаем. То есть ты привыкаешь, там, например, смеяться, а тебе не смешно, а ты смеешься просто, чтобы человека не расстроить, ну и так далее. Вот, и когда, или там ты говоришь человеку приятную вещь, на самом деле ты как-то сейчас в данный момент думаешь по-другому совсем. Вот, но когда начинаешь общаться с ребятами, ты, во-первых, тебе это обезоруживает, во-вторых, ты как-то начинаешь под них подстраиваться и общаться в их манере. И я совершенно точно помню, за собой замечала в первый год своей работы, что как я меняюсь. Вот, поэтому просто приходите к нам, общайтесь с ребятами, и вы почувствуете тоже, как у нас и происходит. Спасибо, Юлия, за выступление и, главное, за вашу потрясающую работу. Ссылку на сайт Центра Антон тут рядом мы, конечно, отправим во все комментарии ко всем нашим трансляциям.